Салам алейкум, уважаемые друзья, братья и сестры. Надеюсь, у вас все хорошо. Я очень рад опять выйти в эфир и поговорить с вами. Меня зовут Салим Султанзода, и вы находитесь в прямом эфире в канале Национального альянса Таджикистана под названием Паймон Лайв. Так, надеюсь, у вас все хорошо. Это сегодняшняя наша передача по теме защита прав мигрантов. И я очень хотел бы, кто сейчас начал смотреть нас или иметь доступ к нашему эфиру, да, которые смотрят нашу передачу, чтобы отправить другим своим друзьям, трудовым мигрантам, чтобы они посмотрели эту передачу. Она очень важная в связи с тем, что в России происходит нововведение, но принимаются новые законы. И наша сегодняшняя передача посвящается именно трудовым мигрантам. Не забывайте подписаться на этот канал. Наш канал, особенно наши передачи идут на таджикском языке, но иногда и на русском языке. Мы приглашаем гостей, и мы говорим и на таджикском, и на русском. Наши темы, особенно все политические, и также на основании прав защиты человека, которые относятся непосредственно к нашим трудовым мигрантам или нашим политзаключенным, например. Так, переходим на нашу передачу. Значит так, сегодняшняя наша тема «Защита прав мигрантов» становится бессмысленной. Почему? Так, гости нашей программы всем известная и многоуважаемая правозащитник Валентина Чупик, который все очень хорошо знают, трудовые мигранты, если не все, но большинство очень хорошо мы знаем ее. Добрый день, Валентина, вы нас слышите? Конечно. Отлично. И второй наш гость, наш устод, наш учитель, уважаемый брат Тимур Варки, журналист, а также руководитель департамента информации Национального альянса Таджикистана. Все в сегменте русскоязычных и персоязычных, таджикских сегментов Фейсбука очень хорошо известный человек. Также я могу сказать, что те, кто интересуется поэзией, очень хорошо, думаю, близко знаком с переводами Тимура Варки. Ако Тимур, хуш омадед. Салам алейкум, хуш бошед, Достон азиз. Саламат бошед. Так, друзья, как я сказал, мы обычно ведем и на таджикском, и на русском, но сегодня постараемся побольше на русском, так что наши трудовые мигранты нас слушают и из соседних республик, не только из Таджикистана, и из Узбекистана есть наши зрители, и из Кыргызстана, и других республик Центральной Азии. Алло, значит, во первую очередь, всех извиняюсь за мой русский тоже, и у меня даже теперь русский с французским перемешивается, некоторые слова, извиняюсь. Миграция делает свое дело. Так, во-первых, я приветствую наших гостей и попрошу всех зрителей, у кого есть вопросы, написать на чате, в комментариях, и сотрудников Паймон Лайв, чтобы они отправили мне все вопросы и пожелания, которые будут у зрителей, мы будем задавать их нашим гостям. Начинаем. Первый вопрос с уважаемой Валентиной Чупик. Скажите, пожалуйста, Валентина, вот ваша инициатива была такая, чтобы вот эта передача состоялась. Это очень нас радует, что вы до сих пор боретесь за права наших трудовых мигрантов. В данный момент, я бы сказал так, что меняется в России? У нас по информации, которая по СМИ, Госдума Российской Федерации принимает новые поправки, новые законы, относящиеся к трудовым мигрантам. Что за закон и что за нововведение, пожалуйста? Ну, во-первых, это относится далеко не только к трудовым мигрантам, а абсолютно ко всем мигрантам, в том числе и к людям, имеющим вид на жительство в Российской Федерации.
которые Ага. в других странах даже мигрантами-то не считаются, а вот в России они вполне себе мигранты. Во-вторых, изменения, конечно, абсолютно кошмарные, и если они произойдут, это испортит жизнь миллионам людей, поэтому я призываю эти миллионы людей позаботиться о себе, не трусить, вам ничего плохого не грозит, а обратиться к своим правительствам, чтобы ваши правительства надавили на правительство Российской Федерации, например, пригрозив, чтобы начнут соблюдать санкции против России, и добились того, чтобы этот закон не был принят. В законе очень много предельно вредных норм, предельно вредных. Но мы остановимся сегодня только на 5-6 таких нормах, для того, чтобы вы поняли весь ужас происходящего. Все остальные менее ужасные, но ни одного положительного нет, я вас уверяю. Все остальные тоже отрицательные, но мелкие. Могу я начинать рассказывать о том, что готовится? Думаю, да, начнем с вас, потом к Тимуру попросим, чтобы он как бы с точки зрения Национального альянса и своей точки зрения прокомментировал эти ваши слова и те закон, который принимает Российская Дума. Пожалуйста. Значит, первое, самое страшное изменение – это то, что мигрантов хотят фактически лишить защиты их государства путем изобретения для них российского универсального документа, удостоверяющего личность. Непонятно, что будет происходить с национальными паспортами. Вполне возможно, что их будут изымать так, как сейчас изымают паспорта у людей, обращающихся за убежищем в Российской Федерации. Но гарантировать этого я не могу, утверждать этого я не буду, поскольку я этого не знаю, в законе этого не прописано. Значит, этот документ, выдаваемый Российской Федерацией, российские госчиновники будут иметь полное право отбирать. Поскольку этот документ универсальный, и там содержится вся информация о мигранте, как только у человека отбирают этот документ, он становится полным нелегалом. Это колоссальное поле для злоупотребления и превращения людей в рабов, и работодателями, но и в первую очередь полицией, потому что она будет иметь полное, абсолютное законное право. Это первая часть этого удостоверения. Дальше. Это удостоверение будет содержать только сведения: фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство и дата выдачи документа. Все остальные данные о мигранте должны быть зашифрованы в базе данных. В базу данных доступ будет иметь полиция через чип, размещенный на этой карте. Больше никто, кроме полиции, доступа к этой базе данных иметь не будет. Это означает, что, во-первых, мигрант никогда не будет знать, находится ли он в России легально. То есть, если сейчас на руках у мигранта, например, таджикского, есть миграционный учет, так называемая регистрация, у него есть патент, у него есть чеки, у него есть трудовой или гражданско-правовой договор, и все эти документы подтверждают, что он законно находится в России, и даже если у него отобрали, допустим, миграционную карту, то он может показать свой патент и миграционный учет, которые сделаны на основе этой миграционной карты, где зашифрована дата этой миграционной карты, зашифрован номер этой миграционной карты, и ему восстановят все документы. Но если у него отбирают этот универсальный документ, у него не остается никаких документов. Сейчас примерно 40% людей, обращающихся к нам в связи с выдворениями, выдворены незаконно. И мы доказываем, что это выдворение незаконно за счет того, что мы предоставляем документы, подтверждающие друг друга. Если документ будет единственный, мы не сможем этих людей защищать. То есть оформление этого документа будет означать, что человек находится в худшем положении, чем если он этот документ не оформил. Вторая проблема с этим документом, удостоверяющим универсально все сведения о мигранте, это то, что для его получения мигрант должен будет подписать соглашение о лояльности с Россией. Там нужно соблюдать все российские законы, но это хорошо, да? У нас абсолютное большинство мигрантов, 98% мигрантов никогда не нарушали закон, вообще никогда. Мигранты – самая законопослушная часть населения в России. Так вот, мало того, что надо соблюдать все законы, надо еще соблюдать все национальные традиции Российской Федерации. Вот меня интересует, он что, должен напиваться каждый Новый год? Он должен взятки гаишникам давать или вообще при каждом удобном случае взятки давать? Он должен кокошник носить?
Он должен православные посты соблюдать. Что, собственно, должен делать мигрант, чтобы соблюдать национальные традиции Российской Федерации? Не очень понятно, да? Кроме того, он еще дает обещание не злоупотреблять правом на обжалование действий российских госслужащих. Что это означает? Что мигранту фактически будет запрещено обжаловать любой произвол, любые преступления, которые против него совершают российские госслужащие. Если мигрант не соблюдает это соглашение о лояльности, появляется полное право его бессрочной, то есть пожизненной высылки из России. Ничего себе так, да? Человека в любую секунду могут ни за что превратить в нелегала. Он остается абсолютно бесправным и беззащитным, и при этом он подвергается непрерывной опасности, что его пожизненно выдворят из России. Это первый пункт. Пункт второй. Да. Или Так, вам подождите, нужно Валентина. Да, вы столько информации, что уже у меня как бы начинается непонимание одного с другим, да. Смотрите, вы говорите, что все нынешние документы, которые трудовой мигрант имеет при себе, там патент и другие, все они отнимаются, даже его национальный паспорт, и взамен всего этого дается один лишь документ, и российские власти могут в любое время изымать его, и человек... право изымать. Да. И человек становится без документов, можно сказать, никто. Да. Здесь, если вы разрешите, я хотел бы обратиться к Тимуру Варки. Человек, который очень хорошо знает и настроение, политическое настроение, скажем так, и таджикских властей, и Кремля. Акодемур, скажите, пожалуйста, вот то, что сейчас Валентина сказала, честно говоря, мне в голове не складывается. Почему это все делается? Законопроект почитайте. Да, законопроект, который вы мне отправили, да, он лист много, но то, что вы, информацию, которую вы только что вы сказали, ни в одном СМИ не сказано. Я вот повторяю, ни в одном СМИ нету такого. Будут же сопротивляться активно. Да. Акутемур, пожалуйста, ваше мнение, почему они принимают, идут на такие шаги? Да, в общем, то, что сказала, то, о чем рассказывает Валентина, меня шокирует, как и вас тоже. Но прежде всего я хочу поприветствовать Валентину за вообще как человека, правозащитника, женщину отважную, человека, который занимается много лет уже защитой прав самых, скажем, лишенных и самых уязвимых слоев в обществе, на постсоветском пространстве, особенно в России. В общем, если бы у меня была шляпа, я ее снимаю перед вами. Валентина, приветствую еще раз. Значит, то, что рассказывает Валентина, шокирует, с одной стороны, а с другой стороны не удивляет, потому что сейчас то, что происходит в России, все подчинено, все перевернуто с ног на голову. Мы живем уже в антиутопии, мы живем в антироссии, мы живем, значит, в анти... Путин провозглашает строительство Советского Союза, он строит антисоветский Союз, он строит фашистское государство. И, естественно, сейчас идет охота на инородцев, на людей, так сказать, второго сорта, второго и третьего сорта. И такими людьми являются наши с вами соотечественники, являются трудовые мигранты в первую очередь. И сейчас логику здраво, если подходить здраво, логику действий российских властей понять невозможно. И даже если мы, скажем, заснули 2 года назад до, ну или, скажем, в 2014 году до
начала этих событий в Донбассе и захвата Крыма, и проснулись сегодня, мы бы не поверили, конечно, тому, что происходит. Мы бы подумали, что нас что это какой-то цирк, что это не на самом деле, что нас просто дурят, да? И мы до сих пор, мы живем вот в этом состоянии, в этих условиях, и мы не верим происходящему. И я не могу верить происходящему. Я рожденный в Советском Союзе, выросший в условиях интернационализма, да, когда нас воспитывали, когда со всех утюгов кричали о братстве народов, об интернационализме. Сегодня, когда 22 июня началась Великая Отечественная война, когда фаза, начатая совместно с Гитлером и Советским Союзом Второй мировой войны, перешла в новую фазу нападения Германии на Советский Союз, сегодня Россия разбомбила Харьков, так сказать, отметила тем самым начало Великой Отечественной войны, русский город Харьков. В это невозможно верить, невозможно поверить. И возвращаясь к этому вопросу, я думаю, что все сейчас подчинено одной проблеме, что Путин хочет победить в войне против Украины, и для этого ему нужно мясо, ему нужны мигранты, которыми он будет понукать, которых он превращает в рабов, бесправных рабов, и будет бросать их в пекло. Ему жалко уже, он боится российской общественности, боится социальной напряженности, боится бунта в городах и боится бунта, так сказать, повторения Пригожинского бунта и так далее, когда военные обернут оружие против своих командиров и против Кремля. Поэтому ему нужны бесправные, безголосые мигранты для того, чтобы бросить их в топку войны. Все подчинено сейчас в логике действий Кремля, российской власти этому. Вот мой ответ. Значит, все это делается ради войны, для войны, и все трудовые мигранты как бы становятся бесправными, но военнослужащими, заложниками, да. Пожалуйста, Валентина, продолжайте ваше дальше мнение. Абсолютно не согласна, но ни в чем не согласна. Не согласна с тем, что Харьков русский город. Харьков украинский город. Я вам не позволю отнимать Харьков у моей Украины. Это первое. Второе. Этот законопроект провалялся в Госдуме с 1 ноября 2019 года. Тогда еще не то, что войны не было, тогда планов именно такой войны не было. И никаких планов на то, чтобы мигрантов отправлять на фронт, не было. Весь этот законопроект посвящен исключительно коррупции в МВД. Тогда, в 2019 году, точнее, в 2020 году нам удалось этот законопроект выбить из Госдумы. Они перестали его рассматривать, потому что огромное количество иммиграционных экспертов, которых я их растрясла, я их заставила это все читать, я им отправляла такие же справки, как вам, из чего состоит законопроект. Так вот, они тогда высказали отрицательное мнение. И законопроект был убран с рассмотрения. Повторно это пытались сделать в марте 2021 года. Я предполагаю, что моя торжественная депортация из России, низкий поклон МВД за то, что меня депортировали из России, мне жизнь спасли. Ребята, спасибо вам. Так вот, моя депортация из России, я думаю, была связана с тем, что в 2021 году мы повторили кампанию 2020 года и не дали этот закон продавить. В 2022-2023 году было немножко не до того, вот они решили это сделать в 2024 году. Давайте я пройдусь дальше по положениям закона, из чего вам будет понятно, что на самом деле посвящено это не только бесправию мигрантов, но посвящено это в первую очередь коррупции. Итак, значит, мигрант по этому законопроекту обязан будет не просто соблюдать закон, а делать так, чтобы против него тоже никто не совершал нарушений. Представляете? Вот такая вот интересная история.
Потому что вводится режим контролируемого пребывания, а в этот режим можно попасть по следующим поводам. Повод первый, когда человек реально нарушил закон. Повод второй, когда его подозревают в нарушении закона, в том числе административного правонарушения. Вообще-то по российскому законодательству запрещено подозревать в административных правонарушениях. Но вот для мигрантов, как для людей теперь определенно второго сорта, а может просто не людей, сделает исключение. Их можно будет подозревать в административных правонарушениях. Третье. Если за мигранта его работодатель, не он сам, а его работодатель не заплатил налоги авансом вперед с еще не полученных доходов, с еще не отработанного времени, если работодатель не заплатил налоги вперед, то в режим контролируемого пребывания помещают мигранта. Четвертое. Если у мигранта выявили или якобы выявили опасное инфекционное заболевание. В 2021-2022 году, когда было введено обязательное медицинское обследование мигрантов, мы получали тысячи в месяц сообщений о фальсификации диагнозов. Сейчас мы получаем десятки сообщений в месяц о фальсификации, например, сифилиса. Или ВИЧа, которого у мигрантов нет, никогда не было, но им это приписывают, потому что приписав, их можно отправить на дополнительное обследование за 5600 рублей, а потом наврать в этом дополнительном обследовании, что якобы у него выявлены какие-то антитела на сифилис или на ВИЧ. Что за антитела на ВИЧ? На ВИЧ не бывает антител. Так вот, выявили какие-то антитела, и поэтому его начинают лечить, так сказать, цефтриаксоном. Это препарат, антибиотик, сложный антибиотик, применяется в ветеринарии, и даже в ветеринарии он в основном запрещен в большинстве стран мира, потому что он вызывает разрушение кровеносной системы. Но вот это вот так называемое лечение стоит 42 тысячи рублей. Если мигрант отказывается от этого так называемого лечения и идет в другую, вполне государственную клинику и получает анализы, подтверждающие, что у него никакого намека на это заболевание нет, ему ставят пожизненный запрет на въезд в Россию. То есть это посвящено на самом деле 47 600 рублей, 42 за так называемое лечение и 5600 за так называемое обследование. Следующая причина. Если мигрант реально заболел и попал в больницу, он попадает в режим контролируемого пребывания. И самое замечательное это дальше. А также по другим основаниям. А другие основания никто не перечислял в законе и перечислять не собирается. То есть не понравился цвет ваших глаз сотруднику полиции, и он вправе поместить вас в режим контролируемого пребывания. А что такое режим контролируемого пребывания? Это несколько похуже, чем условная уголовная судимость. Потому что уголовно судимый не вправе выезжать из пункта населенного, в котором он прикреплен, и он обязан каждый месяц ходить отмечаться. А по режиму контролируемого пребывания мигранта, мигрант не имеет права выходить с адреса своего миграционного учета, то есть он должен сидеть в квартире непрерывно, без разрешения полиции специально. Как вам нравится? Если, извините, у вас туалет во дворе, вы не сможете сходить в туалет, потому что вам для этого нужно будет разрешение полиции. Вы не можете работать. Если против вас совершили нарушение, вы не можете обжаловать это. Вы не можете себя защищать, потому что вам для этого нужно разрешение участкового. Одним из оснований является то, что у вас изъяли документ, универсальный документ, удостоверяющий личность. Вот представляете, приходит участковый, говорит, дай 20 тысяч рублей. Вы ему говорите, иди ты к черту, да? Я прекрасно соблюдаю все законы, вот у меня все прекрасно. Он говорит, дай документы на проверку. И теперь ты не можешь сказать, извини, дорогой, мой паспорт издан Республикой Таджикистан. Он является собственностью моей страны. Я тебе его вот так в развернутом виде покажу, а в ручки не дам. Теперь этот документ издан МВД России. Теперь вы обязаны этот документ отдать. Вы отдаете документ, участковый засовывает его в карман. Что есть и сейчас, что типовая история и сейчас. Но теперь участковый говорит, что теперь ты, дорогой, находишься в режиме контролируемого пребывания, потому что у тебя нет документа, удостоверяющего личность. И теперь ты не имеешь права с этой квартиры выходить. А я к тебе завтра приду, как раз ты уже не 20, а 40 тысяч найдешь и поделишься со мной своими честно заработанными деньгами. Вот к чему ведет режим контролируемого пребывания.
Мгм. Перебив полем. Только, пожалуйста, не сильно долго, потому что у меня еще 3 истории, и все они ужасные. И в каждой из них вам будет становиться страшнее. Один за другим шокирует меня. Каждая ваша информация. Понимаете, люди ленятся читать законы, из-за этого они живут в счастливом неведении. Читайте законы Вот. и поймете, что происходит. Сейчас то, что я прочитал в СМИ, я даже поделился Аку Тимуром. Там сказано, что все полномочия даже вот это суда о депортации, о других, которые суд должен принимать, теперь переводятся в МВД. Теперь МВД может депортировать. Также появляется новый термин – высылка. Мгм. Кроме депортации, выдворения, что теперь появляется высылка. Я человек, который знает русский язык, сам запутывается, а трудовой мигрант, который еле-еле может разговаривать на русском, вообще не знаю, он как будет жить в России, я уже не понимаю. В России будет Вот жить только тот, кто заранее согласен нарушать этот закон. Нормальный как человек это в России. нарушать? Россия. Потому что этот закон нельзя соблюсти. Давайте дальше вам расскажу. Если Ну, сейчас значит, полиция... он дает взятки и живет. Так? Да, да, да. Ага. Итак, значит, сейчас полиция задерживает мигранта на улице. Ага. Незаконно задерживает. И говорит, что мы подозреваем, что у тебя фальшивая регистрация. Этот мигрант звонит нам. И мы говорим, господин полицейский, вы не вправе подозревать человека в административном правонарушении. Миграционные нарушения являются административными, ну-ка немедленно извинитесь перед этим человеком за свое незаконное поведение, а вообще сейчас я буду звонить в управление собственной безопасности. Вот сейчас разговоры у нас идут на таком уровне. Но если не приведи Господь, этот закон будет принят. Тогда полицейский будет иметь право подозревать, что человек находится в миграционном розыске. То есть он якобы помещен в режим контролируемого пребывания каким-нибудь участковым, отнявшим у него документы, и уклоняется от этого режима и прячется от полиции, и теперь полиция будет иметь полное право его задерживать просто так, на срок до 48 часов. Вот просто так, по подозрению, что он в миграционном розыске. Но Да, означает на самом деле, поделись деньгами. да. Хочешь 48 часов просидеть? Или договоримся? Ну. Извиняюсь, Валентина, здесь Аку Тимур. Слова Аку Тимура здесь уже уместны. Вот полицейский приходит ко мне, я трудовой мигрант, он мне говорит, Салим, дай свой документ. И у меня как бы уже универсальный, как вы сказали, документ, который мне выдает МВД. Я не имею права его не предъявлять. Я предъявляю, он берет, говорит, Салим, поехали со мной, завтра мы поедем в Украину, на границу. Я уже не могу отказываться, а Тимур это тоже говорит, к этому ведет. Правильно, Аку Тимур? Ну, я как трудовой мигрант бесправный не могу сопротивляться властям, а они мне приказывают идти на границу. Что мне делать? Вот в этом случае вам просто бежать. Аку Тимур, ваше мнение? Сопротивление вербовки есть, они хорошие, они работают. Только мы их в вашем эфире на русском языке рассказывать не будем. Я вам, если хотите, потом напишу, и вы на таджикском, а лучше на каком-нибудь из памирских языков по секрету своим слушателям расскажете. А вообще любой мигрант, который хочет способы, пусть обращается к нам напрямую, мы по секрету ему расскажем. Но рассказывать российским властям эти способы, которые российские власти вашей передачи тоже, я думаю, смотрят, мы не будем. Хорошо? Конечно, хорошо. Аку Тимур, еще тут вопрос появляется к вам. Недавно в пропагандистских СМИ вас, Аку Тимур, как бы показали как бы вдохновителя всех этих трудовых мигрантов, как бы сказал в скобках, главного прораба. Они написали, что все слушают, все трудовые мигранты слушают Тимура Арти. Я эту ссылку потом поделился с вами и другими друзьями. Но на эту тему вы что хотели бы, могли бы сказать? Пожалуйста, Аку. Я сначала хочу сказать Валентине, что и слушателям
все, кто нас видит, эту программу, и отреагировали на мои слова, что Харьков русский город, это был сарказм. Если вы не поняли, что это был сарказм, потому что российская власть и Путин, и вся эта вот комарилья, они говорят: Донецк русский, Киев русский, Харьков русский, значит, русскоязычные города, Мариуполь русский, извините, у меня просятся на язык русские слова, которые нельзя произносить в эфире. И вот это вот все русское, и приходит русский мир и уничтожает в пыль так называемые русские города с русским населением. Поэтому я не устаю удивляться, меня не устает это все шокировать, то, что происходит сегодня. Я не устаю удивляться цинизму, безнравственности, лживости этой так называемой, так сказать, российской власти, этим бандитам, этим преступникам, фашистам. В России установлен фашистский режим, и чем дальше, тем больше. Сегодня я прочитал в подтверждение этой новости, что не только милиции, но и ФСБ, и даже таможенникам дано право задерживать мигрантов и припровождать их, принуждать их к подписанию контрактов и отправке на фронт. То есть я это не с потолка придумал, не потому, что мне так хочется, да, изобразить. Это на самом деле происходит. И вот как вот я читаю в комментариях, оказывается, на Северном Кавказе тоже ловят, отлавливают мигрантов и отправляют по 200, по 250, 300 человек ежедневно на фронт, на Украину, в Украину. Собственно, все это, и может быть не зря, поэтому сегодня подчинено. Я конечно, не отрицаю, я согласен, что есть коррупционная, конечно, здесь составляющая, что российская власть, депутаты вдруг подняли, так сказать, стерли пыль с этого законопроекта для того, чтобы прокормить голодающую милицию России и дать им еще, так сказать, еще один источник, дополнительный источник кормления. Но я считаю не случайно то, что сейчас, именно сейчас, когда Россия нуждается в мясе дополнительном, да, в мясных штурмах, они ищут и находят вот такие вот способы лишения мигрантов, не только таджикских, но и всех, и центральноазиатских, узбекских, казахских, киргизских прав для того, чтобы их отправить на войну в Украину. Я не удивлюсь, если Путин просил и Ким Чен Ына тоже о том, чтобы отправить на фронт северокорейцев. Мы знаем, что там и индусы появляются, и бангладешцы, и кого там только нет, и африканцы тоже. Поэтому мигранты – это самая легкая добыча, которая вот она здесь. Вот ты лишаешь их, так сказать, всяких прав, и ты ставишь их в такие условия, когда им некуда деваться. И если на самом деле, если вот такие люди, такие организации, как Валентина Чупик, если не мы, если другие правозащитные организации, вообще просто общественные представители организации и власти центральноазиатских государств не позаботятся, не задумаются о том, как защитить от беспредела, от этого полицейщины и гестаповщины российской,
как защитить мигрантов, то это, конечно, обернется огромными потерями и трагедией для многих-многих тысяч людей. И для украинцев тоже. Э, Путин хочет чужими руками загребать жар из котла. Мы не должны этого допустить. Я считаю, что власти центральноазиатских стран должны придумать какой-то механизм, должны потребовать просто соблюдения России ее обязательств, как обязательств в рамках СНГ, так и в рамках УДКБ, что это, собственно, вы обязались обеспечить равными правами, свободным передвижением, свободным трудоустройством для граждан СНГ, и вы нарушаете свои собственные обязательства. То есть таким образом, я думаю, что Армения, я поддерживаю этот шаг, Армения о выходе из ОДКБ, и я думаю, что другие страны тоже должны подумать о том, как ответить этому фашистскому режиму Путина для того, чтобы защитить свое даже национальное достоинство и жизни своих граждан. Спасибо. Спасибо, Тимур. Перед тем, как, Валентин, я вам дам слово, я чуть хочу принести некоторые слова, которые пишут таджикские СМИ на русском. Азия Плюс пишет, что силовики в московском аэропорту, российские силовики, не разрешили 30 въезд, войти, попасть в Российскую Федерацию. Они сказали, вы являетесь головной болью России и носите ущерб России. Вот это в кавычках. Это то, что передает Азия Плюс. Вот скажите, пожалуйста, Валентина, мы говорим, что с одной стороны Россия нуждается в мигрантах, с другой стороны в аэропортах их не пускают. А вот то, что Тимур сейчас сказал, что в правительстве, в власти стран Центральной Азии, например, или Таджикистана, скажем так, должны реагировать. Ваше мнение, как поступить властям и самому мигранту тоже, и вообще среднеазиатскому обществу в таком случае? Давайте То, что вот мы этот перестанем закон... отвлекаться от сегодняшней проблемы. То, что сказала Тимур, было актуально с 24 сентября по 6 октября 2022 года. Действительно, тысячами мигрантов забирали и принуждали к подписанию контрактов на добровольную военную службу, принуждали с помощью пыток, с помощью обмана. Это все реально было. Однако с 9 марта 2023 года у нас нету ни одного сообщения, ни одного, о принудительной вербовке мигрантов или даже вербовке обманом. Таких сообщений нет. Это означает, что эта проблема давно, 1,5 года, не актуальна. Извините, мы получаем по 100 тысяч обращений в год. И если бы эта проблема была актуальна, она бы вылезла. И не бывает такого, чтобы по 250 человек на Кавказе задерживали ежедневно, потому что всего на Кавказе 20 тысяч. Разделите 20 тысяч на 250, и вы получите, что хватит на 90 дней. И что, уже ни одного мигранта на Кавказе не осталось? Вот не надо эти глупости повторять. Кроме того, не надо сейчас обсуждать задержание в аэропортах. Это надо было обсуждать с 24 по 30 апреля этого года. Это была реальная проблема. Таджиков задерживали меньше всех, но спасибо вам, таджики, что вы орали больше всех. Вот спасибо вам, таджики. Потому что вы спасли мне узбеков и кыргызов, которых задерживали гораздо больше. Вы орали, что задерживают только вас. А наши потихонечку нам жаловались и рассказывали, что у них тоже целый рейс задержали. А импотентное посольство Узбекистана написало, что узбекских граждан не задерживают. И они мне валом стали звонить. Я не знала бы, что узбекское посольство такую ерунду написало. Но мне валом стали звонить узбекские мигранты из аэропортов и орать: а мы кто? Нас что, лишили узбекского гражданства? Так вот, давайте вернемся мы все-таки к нашему чертову законопроекту и сделаем так,
Приложим все, во всяком случае, усилия, и я думаю, что если мы их приложим, они вполне увенчаются успехом, чтобы этот законопроект не состоялся. Значит, мы обсудили документ, удостоверяющий личность мигранта в России. Мы обсудили режим контролируемого пребывания. Мы обсудили то, что мигрантов будут помещать в миграционный розыск. Вы затронули тему, что полиция будет иметь право депортировать без судов. Это правда. Значит, они отменяют выдворение, они отменяют депортацию, потому что по оставшимся соглашениям, в которых все еще состоит Россия, депортация, она же выдворение, без решения суда запрещено. Именно поэтому они придумали новый режим административной высылки, для того, чтобы не называть это выдворением или депортацией. И потом они не будут подписывать дополнение к этим соглашениям, чтобы не обязываться обеспечивать это выдворение исключительно судом. Значит, этот рычаг тоже предусмотрен в законопроекте 2019 года. Кстати, с тех пор законопроект изменился минимально. Раньше там еще было, что мигрант будет отслеживаться с помощью этого чипа, с помощью системы ГЛОНАСС. Но, видимо, во-первых, система ГЛОНАСС накрылась медным тазом, а во-вторых, чипов в России очень мало, и их предпочитают в ракеты засовывать, чтобы Украину бомбить, а вовсе не в документы мигрантам миллионной армии. Так вот, это единственное фактически изменение в том варианте закона, который сейчас внесен. Так вот, это делается для того, чтобы у полиции появился абсолютный рычаг давления. Мало того, обратите внимание, что здесь опять же имеются другие основания для выдворения, без описания этих других оснований. То есть можно просто по мотивам национальной ненависти, по мотивам обиды, что взятку не дал. Можно за это просто выдворить мигранта, и права обжалования нет, потому что органа, принимающего решение в письменном виде, нет. Исчезает процедура, предусмотренная Кодексом административного судопроизводства. Не будет отдельного решения. Просто полиция запихнет, отвезет в аэропорт или на контрольно-пропускной пункт и выставит за границу. И не будет отдельного письменного решения, нечего будет обжаловать. Вот что такое административная высылка. Это депортация, которую невозможно обжаловать. Она так устроена, чтобы ее обжаловать было нельзя. Пятый пункт, который я хотела бы обсудить, это фактическое введение трудовых виз для всех мигрантов, включая тех, кто имеет вид на жительство. Абсолютно для всех. Значит, в чем это выражается? Мигрант будет вносить себя в реестр иностранных работников, в том числе имеющих вид на жительство, будет вносить себя в реестр иностранных работников сроком не более 1 года. Он будет туда себя вносить. Он будет обязан проходить обследование, он будет сдавать отпечатки пальцев, за год же они изменятся, как вы догадываетесь, да? Резко поменяются отпечатки пальцев у человека. Фотографироваться, ну, допустим, это еще имеет какой-то смысл, вносить данные о себе и ждать, пока его электронная запись совпадет с электронной записью из реестра работодателей, привлекающих иностранных работников. В этот реестр будут вносить себя работодатели с указанием конкретных вакансий, квалификации и гражданства тех работников, которые им нужны, и опять же сроком не более чем на 1 год. А решение о том, дать ли такое право внести эту вакансию в реестр, будут принимать какая-то комиссия. Состав не описан, процедуры не описаны, критерии не описаны, сроки принятия решений не описаны. Вы понимаете, что это такое? Да? Это просто торговля правом нанимать на работу. Как вы думаете, малый и средний бизнес, который потребляет 70% мигрантов, вообще будет этим заниматься? Точно нет. Это означает, что мигранты не смогут легально работать в России. А одним из оснований для административной высылки мигранта является то, что он в течение 2 месяцев не нашел себе официальную работу в России. Как вы думаете, что будет?
будет нелегальная работа и будет торговля фиктивными договорами с фиктивными фирмами, которые на самом деле никого не принимают на работу, никому зарплату не платят, а продают мигрантам квитанции о том, что они за них авансом заплатили налоги. Будет огромный уход от налогов, колоссальный просто, ни с чем не сравнимый. Будет провал в экономике, особенно в таких отраслях, как строительство, где 85% работников – мигранты, как сельское хозяйство, где 55% работников – мигранты, общественный транспорт, где 40% работников – мигранты, хотя непрерывно запрещают мигрантам работать, но никому больше работать в общественном транспорте невозможно. Не соотносятся там зарплаты, режим труда и условия занятости. Так вот, все эти отрасли российской экономики пойдут по известному адресу. В результате не будет людей, которые готовы соблюдать этот закон. Потому что если ты соблюдаешь этот закон, твое правовое положение хуже, чем если ты его не соблюдаешь. Тебя в любом случае могут без всяких поводов выслать, но здесь ты, когда ты не соблюдаешь, хотя бы можешь выбрать себе работодателя, выбрать себе место проживания, выбрать себе режим работы. А если ты будешь все это соблюдать, то у тебя никакого выбора не будет, и депортировать тебя будут все равно, называя это режимом административной высылки. Поэтому что надо делать? А может быть, сделаем отбивочку, на что надо делать? Я бы хотел вопрос задать. Вас слушаю я вас, я думаю, зачем тогда посольство так? Можно закрыть его? Посольство, она же не может больше помочь. Давать сертификаты возвращения на родину. Все. В вашем случае это не бизнес. Посольство Таджикистана в России выдает сертификат возвращения бесплатно. А в случае Узбекистана это крутой бизнес. Наше посольство выдает сертификат возвращения за $63. Крутой бизнес, да? Я имею в виду по поводу защиты прав мигрантов, своих граждан. Посольства, они уже не бессильны, если это закон примется. Мы потеряем все права. Будут утрачены все возможности защиты мигрантов. Ну что делать тогда посольстве, властям? Что делать? Что делать? Значит, нашим мигрантам... Вот нам что делать? Активно, да, можно сказать? Нашим мигрантам активно обращаться на порталы президента. Мне все равно, как вы относитесь к Эмомали Рахмону. Я к нему отношусь плохо, честно. Ну, не нравится мне этот дяденька. Мне кажется, что он узурпатор. Но не в этом совершенно дело. Дело в том, что только он может сказать товарищу Путину: товарищ Путин, а мы сейчас резко начнем соблюдать санкции против России. Вот прям неожиданно начнем соблюдать. Или вы измените свой закон, отмените его к чертовой матери, чтобы его в помине не было. Или мы резко начнем соблюдать санкции. А еще, кроме соблюдения санкций, мы, наверное, будем переориентироваться на те страны, которые примут наших трудовых мигрантов. У нас их не так много, как у Узбекистана. У нас там всего 1 миллион, а у Узбекистана их 4 миллиона. Поэтому нам будет легче договориться, например, с США и странами Европы о том, чтобы наших мигрантов целевым образом туда. И они, понимаете ли, придут к нам и будут у нас делать демократические преобразования. Мне, конечно, очень не хочется, потому что если они понаделают на демократические преобразования, я же власть потеряю. Но я же буду вынужден, потому что если я этого делать не буду, вернутся с России мои трудовые мигранты и сами ж меня и скинут. Это будет гораздо быстрее. И договориться уже будет абсолютно не с кем. Если там с продажными европейскими лидерами я договорюсь, то с нашими мигрантами фиг договоришься. Каждому из них нужно обеспечить такой же зарплатой, какую он в России. Поэтому, дорогой товарищ Путин, если вы не хотите оказаться в кольце врагов, ну-ка срочно пошлите этот закон на доработку и так, чтобы он никогда не был доработан. Вот это очень хороший рычаг. И все мы, мигранты, в состоянии обратиться к своим президентам, потребовать от них, чтобы они исполнили свою функцию и заступились за нас. Предложить им на выбор: мы вернемся в родную страну и будем спрашивать у вас зарплату, или вы за нас заступитесь, пока мы работаем в России. Я думаю, это сработает. Для Эмомали Рахмона это одна палка, две конца. И так, и так. Да, да.
Поэтому ему абсолютно точно выгоднее, чтобы мигранты остались в России. А чтобы они остались в России, ему выгоднее, чтобы мигранты не оказались в положении, которое предусматривает этот законопроект. Чтобы он не стал законом. Поэтому, дорогие наши президенты, вперед! У вас есть шанс доказать, что вы реальные президенты. У вас есть шанс получить истинную, искреннюю любовь своих народов, чего вы давно не имеете. Но вы можете это получить быстро, легко, всего лишь позвонив товарищу Путину. От вас очень хороший советник для наших диктаторов, очень хороший советник получится. А Тимур, как вы думаете, Рахмон пойдет на такое, чтобы он попросил Путина, чтобы он отменил этот закон, но только чтобы мигранты не вернулись в Таджикистан? Для меня лично, я за, чтобы мигранты вернулись. Как оппозиционер я за, честно говоря. Ну, а Тимур, ваше мнение, пожалуйста. Если вы смотрели внимательно за парадом 9 мая, а я смотрел, как Рахмон себя вел, как на его мимику, его жесты, как, значит, он хватал за руку Владимира Путина, заискивающе, значит, пытался смотреть ему в глаза, значит, потом, значит, отталкивался, пытался, значит, остаться с ним. И они шли впереди, как парочка влюбленных, держась за руки, а за ними Мирзиёев и, значит, и остальные президенты смотрели на это с неопределенными выражениями лиц. Значит, смотрели, как голубки держатся за руки. Рахмон пытался, я думаю, пытался просить Путина, умолять Путина о том, чтобы в России перестали, грубо говоря, чморить таджикских мигрантов, оказывать давление, говоря политическим языком, посредством таджикских мигрантов на таджикскую власть. Путин чего-то хочет добиться от Рахмона, каких-то уступок. И Путин недоволен действиями Рахмона, значит, какими-то действиями Рахмона, какими-то планами Рахмона. А Рахмон не хочет уступать. Не хочет уступать и играет, пытается играть на нескольких полях, и на западном, и на восточном, и пытается, так сказать, юлить и проскочить между строек дождя. Поэтому я думаю, что, как мы видим, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, Валентина, вы говорите, что киргизов и узбеков преследуют не меньше. Я вижу в основном, что преследуют таджиков. Меньше таджиков. Ну вот как-то мне видится, может быть, это искаженная призма моя. Это искаженное зрение, это таджикское народное нытье. Среди таджиков престижно быть несчастным, среди кыргызов быть несчастным позор, среди узбеков престижно быть несчастным в своей махале, но нигде кроме. Это такая промежуточная, переходная стадия от кыргызов к таджикам. Но, к счастью, я благодарна таджикам за таджикское народное нытье. Стоит кого-нибудь щелкнуть по носу, начинается дикий вой, и этим вы спасаете всех остальных мигрантов. Поэтому я искренне благодарна за это нытье. Нет, мы не ноем, мы требуем, мы возмущаемся. Уж я-то точно не ною. Да, вы точно ноете. Я знаю, что говорят мне таджикские мигранты, у меня их в день как минимум 30. И нытье как минимум от 28. Поэтому я точно знаю, что делают таджикские мигранты. И то, что вы читаете в СМИ, оно что же, вот обратите внимание на интонацию. Мы, гордо говорят таджики, самый несчастный народ в мире! Это так. Это я согласен.
Я согласен. Я согласен, но дело в том, что на самом деле ни казахский, ни кыргызстанский, ни узбекский президент не допустят такого обращения со своими гражданами, как Рахмон, потому что Рахмон висит на крючке, у него там 201-я дивизия, у него там много чего, и Рахмон просто зависит и экономически зависит. Больше ни одна страна Центральной Азии так не зависит от России, от поступлений переводов денежных, как Таджикистан, как таджикский бюджет. Поэтому... Это точно. Таджикистан, в Таджикистане 31%, точнее даже 30,8% валового продукта – это переводы мигрантов. В Кыргызстане 38%. В Кыргызстане в Канте стоят аж целых 2 базы российских, так что они не меньше зависимы. А Мирзиёев, я боюсь, что он ставленник России, потому что вы видите, что он подарил наш газ России. Вот он его просто подарил, газ, находящийся внутри месторождений Узбекистана, он подарил России. И он согласился на строительство атомной станции, против строительства которой выступают вообще все. Нету ни одного человека, поддерживающего, и Мирзиёев сам выступал против строительства этой станции и подписал. То есть на самом деле Мирзиёев, может быть, не в плане трансфертов, но в плане личном он предельно зависим от России. Поэтому, опять же, не надо таджикского нытья. Все зависимы ужасно. Нам, народам, вообще-то, надо бы брать власть в свои реальные руки. Нам пора заниматься строительством своих стран. Но от того, что мигранты резко вернутся на свою родину, мы можем скинуть власть. Но вы видите, к чему привели 5 революций в Кыргызстане. К тому, что 5-м президентом стал узурпатор, мошенник профессиональный, судимый за мошенничество. Тем, что у него 3 человека имеют высшее образование. 3. Понимаете? Во всем правительстве 3 человека с высшим образованием. И при этом 3 человека, отсидевшие сроки. И не по политическим статьям, а все до одного за мошенничество и казнократство. Поэтому, не всякая революция на пользу, не всякая. И от того, что приедут, скинут власть, нет никаких гарантий, что станет лучше. А вот то, что семьи попадут в нищету, это да. Другое дело, что нам нужно менять эту власть, нам нужно революцию подготовить тогда, когда у нас будет готова концепция дальнейшего управления страной, когда будут готовы признанные народом, а не только в своем кругу родственников лидеры, когда у нас будет понимание того, как отнесутся другие страны, потому что мы предельно зависим от других стран, как отнесутся другие страны к смене режима вот именно на эту. Я не говорю, что я против революции, я за, но я за подготовленную революцию, а не за дурацкие бунты, примеры которых мы видим в Кыргызстане, и ни к чему хорошему на сегодняшний день они, к сожалению, не привели. Поэтому я категорически против возвращения мигрантов вот такого одномоментного, резкого в свои страны. Я за то, чтобы мигранты планомерно переориентировались на другие страны. Я за то, чтобы был постоянный отток и уменьшение количества мигрантов в России. Я за то, чтобы наши правительства, все-таки мы же их содержим своими налогами, все-таки хоть как-то эти налоги отрабатывали и защищали нас. И сейчас у них есть реальный шанс, реальная возможность и реальный рычаг давить и добиться улучшения положения мигрантов в России. По крайней мере, не ухудшения его. Да. Тут можно привести в примере армянскую революцию. Да, но армянская революция была немножко другой. Поскольку я прожила 1,5 года в Армении, я прям очень хорошо знаю эту революцию. У меня полно друзей среди этих революционеров. И частично я рассказываю их рецепт. Они сперва очень тщательно подготовили программу. Они сперва согласовали с другими странами, что будет. И только потом они сделали эту революцию.
Очень хорошо. Наша передача уже вот час уже продолжается. Я думаю, мы подходим к концовке. Слово Аку Тимуру. Аку Тимур, если вы хотели бы продолжить вот тему, которую начали, или сказать что-то другое, пожалуйста, Акудем. Да, потом Валентина, и потом закругляемся до сегодня. Для меня, Валентина, так и осталась непонятным, неясным логика действий российских властей. Если коротко, то есть они переформатируют рынок труда, делают, ну, так сказать, монополизируют рынок труда, какие-то структуры. В чем суперзадача, сверхзадача вот этого действия? Я вижу сверхзадачу вот этих действий по лишению мигрантов их прав и по тому, чтобы поставить их в безвыходное положение и чтобы использовать их рабский труд. Возможно, чтобы их подтолкнуть к принятию российского гражданства. И, возможно, чтобы, обещая российское гражданство, так сказать, их привлечь к рекрутизации, к отправке на войну. То есть я вижу вот такие вот ходы и такое стремление. По сути, в чем сверхзадача вот этих вот нововведений, новых ограничений прав мигрантов, по-вашему? Ну, всегда нужно говорить о том, кому выгодно. Выгодно это в первую очередь, потому что оно получает бесконечную базу коррупции. Бесконечную, как им кажется. Но на самом деле они плохо соображают. Им кажется, им казалось в условиях 2019 года, что они получат базу кормления в 13 миллионов человек. Им сейчас кажется, что они получат базу кормления в 5,5 миллионов человек. На самом деле, по моим прогнозам, их база кормления сократится до 1,5 миллиона человек. Потому что нормальные люди просто уедут. И примерно 4 миллиона найдут себе работу в других странах. Это будет очень тяжело, это будет огромное падение для них социальное, но они найдут. Так что сверхзадача инициатора состоит в том, чтобы усилить коррупцию. Сверхзадача других – это имитация бурной деятельности по защите населения и по заботе о своем населении. В России, к сожалению, в качестве заботы о населении всегда предлагаются какие-нибудь формы ксенофобии. Мигрантофобия, гомофобия, американофобия, какие-нибудь фобии для того, чтобы что-то вроде как делать и при этом ничего не тратить из своих карманов, никак не заботиться на самом деле о населении. Население глупое, в большой части, в небольшое оно умное, в большое оно глупое, оно ест эту пропаганду, оно верит этой безумной пропаганде, и оно верит в то, что мигранты враги, американцы враги, люди нетрадиционной сексуальной ориентации враги, мусульмане враги. Им лишь бы врага дать. Дайте нам врага, который виноват в наших бедах. Давайте мы его убьем. Ой, оказывается, мы убили не того. Так вот, им подставляют мигранта, потому что это такой враг очень массовый, его быстро не убьешь, и можно надолго отвлечь внимание населения от реальных проблем и от того, кто на самом деле эти проблемы создал. Еще мне кажется, что это такой способ давления на наши страны. Кажется администрации президента российского, что таким образом они поставят мигрантов в абсолютную зависимость. Мигранты будут сильнее бояться и сильнее давить на наше правительство. Просто они не понимают, что мигранты люди. И что они могут принять решение уехать. Или они могут принять решение сопротивляться. Им кажется, что они вот создадут такое давление мощное на наши страны, что они прям сразу сдадутся Путину. Например, Таджикистан и Узбекистан войдут в ЕАЭС, чего постоянно требует Путин при каждой встрече с Эмомали и с
Мирзиёевым. А на самом деле это не так, они ошибаются. К сожалению, дураки учатся на своих ошибках, но эти ошибки могут дорого обойтись нам. Поэтому, пожалуйста, дорогие мигранты, я надеюсь, Салим поможет в этом. Я надеюсь, что Тимур, как великий вождь, оказывается, всех трудовых мигрантов, тоже поможет в этом. Я написала типовые обращения к президентам, которые и написала адреса. Я пришлю вам эти обращения. Пожалуйста, просто зайдите на этот портал, кликните, скопируйте сообщение, добавьте свою фамилию, контактные данные и отправьте. Это не угрожает вам ничем. Вы обращаетесь к своему президенту с просьбой сделать доброе дело, исполнить свои обязанности и признаетесь ему в любви. Я вам по секрету скажу, не надо его любить. Но нужно ему признаться, что вы его резко полюбите, когда он вас защитит. Поэтому, пожалуйста, сделайте это. Вместе мы победим. У нас есть такой опыт. 274-й закон, который приняли в России в 2020 году, который позволил мигрантам 3 месяца не платить за патент и запретил на 2 года их депортацию во время пандемии, он переписан с моей петицией. Оттуда просто все переписано. Туда не вошли 2 пункта из моей петиции, но 4 вошли. Поэтому мы можем добиться, я вас уверяю, у нас есть этот опыт. И если мы будем вместе, мы победим. Только так, защищая права друг друга, мы защитим собственные права и собственные интересы. Я думаю, что это будет в пользу трудовых мигрантов, но, Валентина, вы уже, как бы сказать, становитесь вождем. Хочу Извините, я периодически становлюсь вождем. Периодически со мной это случается. Я плохой руководитель совсем, но временный вождь я хороший. Хорошо. Кризис-менеджер, кризис-вождь. Кроме того, что мы сможем совместно защитить свои права, я вам не обещаю. Я вам не обеспечу работу, нет. Я не сделаю вас богатыми, процветающими, я не найду вам прекрасных жен и мужей, и ваши дети от общения со мной не станут образованными и успешными, нет. Что я вам могу пообещать? Я положила свою жизнь, и остаток своей жизни я тоже положу на то, чтобы защитить вас, всех мигрантов. Я это делаю не столько для вас, сколько для себя, потому что я такой же мигрант, как вы. И я хочу, чтобы нам, мигрантам, было хорошо. Помогите мне, пожалуйста, добиться лучшего положения для вас же и для меня же, как для такого же мигранта. Браво, Валентина. Браво. Спасибо. Да, аплодируем. Ну, честное слово, да, я вас знаю давно, я тоже побывал в трудовой миграции, я слышал о вас, знаю, что Валентина Чупик 24 часа в сутки может помочь мигранту, если это возможно. Я это знаю давно. Я очень рад, что я познакомился с вами хотя бы на эфире, мы знаем друг друга. Я буду очень стараться, я обещаю, очень буду стараться, чтобы помочь вам, чтобы вы помогли нам. Спасибо вам большое. Я очень надеюсь, что вместе мы преодолеем эту беду. Мы много бед уже вместе преодолели. Давайте и эту преодолеем. Спасибо огромное, Валентина, что приняли нашу... Спасибо, Валентина. Спасибо. Да, и спасибо за за ваши беседу. слова искренне Спасибо за, и за страсть. ваш труд. Спасибо Тимур, большое. вам И вам тоже спасибо огромная огромное. благодарность за то, что вы доносите до мигрантов реальное положение дел, объясняете им, что руки опускать нельзя, объясняете им, что каждый из них имеет человеческое достоинство и каждый из них ценен. За это вам тоже низкий поклон. Спасибо всем вам, наши друзья, наши гости, Аку Тимур и Валентина Чупик, другие наши телезрители, наши граждане
Таджикистана и Центральной Азии. У нас был в гостях правозащитник Валентина Чубик и Устод Темур Варки, журналист и руководитель департамента Национального альянса Таджикистана, один правозащитник, другой политик. Я думаю, что наша сегодняшняя беседа хоть чуть-чуть поможет нашим мигрантам. Мы будем стараться, чтобы это чуть-чуть стало больше. В конце попрошу вас, всех наших зрителей, подписаться на этот канал, написать ваши комментарии, ваши пожелания. И каждую субботу в это время, в 17:00, мы будем в эфире. До следующей субботы. Да хранит вас Всевышний.